Привет, меня зовут Мадина, я студентка 5-го курса архитектуры университета Сатпаев University, и я также участница архитектурного конкурса на проектирование научно-технического центра от AGT Global. Участвую я в этом конкурсе впервые. Узнала я о нем через своего дипломного руководителя. Наши преподаватели часто мониторят такие конкурсы, предлагают студентам, чтобы мы в них поучаствовали. И эта история про меня. Было несколько сложностей в этом конкурсе, с которыми я столкнулась. И первая из них, возможно, это лично моя сложность, это большая свобода действий. Вот, то есть это как белый лист, и чем он больше, тем сложнее его заполнить. Я столкнулась с такой сложностью. Очень большая работа была проведена и проводится, наверное, все еще над проработкой основного концепта, на то, как что, где, почему и как. Это заняло большое количество времени, какие-то вещи делаются до сих пор, потому что, опять же, очень большая свобода, большой полет фантазии, можно придумать много чего, можно запроектировать много чего, и это накладывает свой отпечаток. И для меня основной сложностью было то, что я, как архитектор, в проектировании этой вещи была почти не ограничена. Потому что обычно архитекторам задается совершенно иная задача. То есть вот вам узкий кусочек, сделайте в нем вот это, вот это, вот это, и сделайте это красиво. И обычно мы исходим уже от этих заданий. Какие моменты запомнились больше всего? Мне больше всего запомнился, если говорить о конкурсе, то, наверное, тренинги, особенно последний, про энергоэффективность и зеленую архитектуру. Было очень классно познакомиться с приглашенным спикером, лектором. Он рассказал очень много интересной информации. Более того, он не из какой-то зарубежной страны, он из нашей страны, из нашего города. Он знает, о чем говорит, приводит конкретные примеры. И, в общем, была масса полезной информации. Это было очень интересно и познавательно. Ну и к следующему вопросу о том, что насколько были полезны тренинги. Последний для себя отмечаю, что был очень полезен, мне очень понравились. Остальные разве что были больше общеобразовательные, о психологии, о тайм-менеджменте. И это не совсем то, что подразумевается как тренинги именно для архитекторов, проектировщиков. Они общего течения, скажем так. Что я знаю о компании AGT Global? До участия в конкурсе и до релиза самого конкурса я мало что знала. Но приняв участие, успешно пройдя регистрацию, мониторя социальные сети AGT Global и проведя, скажем так, ресерч в интернете, я узнала очень много нового. И также сами организаторы постарались этот пробел в знаниях восполнить. Очень активно вели социальные сети, в очень удобном формате и выкладывали даже видео на YouTube о своих кураторах, модераторах, и это было очень классно, это было очень полезно. У меня есть несколько пожеланий, наставлений для будущих участников. Это о том, чтобы быть более быстрыми, более уверенными, не переживать о успехе или каком-то творческом кризисе, просто делать, пока не придешь к успеху и к той картинке, которая будет нравиться в первую очередь вам и будет самой выигрышной. Хотелось бы поделиться впечатлениями о данном конкурсе, но так как он еще не закончен, я не могу сделать конкретный вывод, потому что я так думаю, что уже ближе к финалу будет больше каких-то движений, больше скорости, больше драйва, и поэтому я делаю ставку, с точки зрения эмоций, на дальнейшие этапы, и я в ожидании их. Таковы мои пока что нынешние впечатления. Спасибо за просмотр. Всем пока.